проповедь называется «Как принимать хорошие решения». И я думаю, что многие из вас, особенно кто уже пожил и что-то видел в жизни, вы наблюдали такую ситуацию, когда, например, разные люди, но которые стартуют, приблизительно в одинаковых условиях. У них приблизительно одинаковое образование, неплохие, может быть, работы, семьи вроде бы неплохие, и социальный статус какой-то один и тот же. Но проходят годы, и ты смотришь, у одних жизнь складывается хорошо, казалось бы. Они вроде бы и в семье все хорошо, и карьерный рост по работе, и в финансовом плане все нормально. А смотришь на другого человека, который стартовал с такой же позиции, и у него постоянно какие-то проблемы. Кризис за кризисом. Он только-только из одной ямы выбрался, и только для того, чтобы упасть в очередную яму. Кто-нибудь сталкивался с таким, или наблюдал? Не так много, но я видел такое. А, Но смотрите, в любом случае, каждый человек, он хочет, чтобы его жизнь, она становилась лучше. Вы согласны? Глупо не хотеть, чтобы твоя жизнь, она становилась лучше. Неважно, какой сейчас у тебя уровень, но чтобы становилось лучше и лучше. Чтобы семейные отношения, чтобы брак становился лучше, чтобы по работе все лучше и лучше было, чтобы с деньгами все было лучше и лучше, с детьми, чтобы были нормальные отношения, чтобы они улучшались, а не ухудшались. И смотрите, мы как верующие знаем, что Бог творец неба и земли. Аминь. Еще раз, Он создал вообще все. Он создал Вселенную, Он создал Землю, Он создал человека, Он создал человеческие отношения и все, что на земле. И как не Ему, кому еще знать, как жизнь, она устроена? Я хочу вам сказать, что Бог не оставил нас в неведении. Он дал нам свои четкие инструкции, что нам нужно делать по жизни. Вы со мной? Где их можно найти? У нас единственный источник – это Библия. Что хорошо для человека, что плохо, что приведет тебя к успеху в жизни, а что приведет к краху. Эти истины, эти инструкции, они есть в Слове Божьем, в Библии. И смотрите, люди стартуют, может быть, одинаково, и все зависит, каждый день мы принимаем какие-то решения. Может быть, незначительные, но наступают какие-то моменты, когда действительно важные, судьбоносные решения тебе нужно принимать. И ты не можешь от этого избавиться. Если ты устранишься, решение все равно будет принято, только за тебя. Ты столкнешься с последствиями. И просто кто-то принимает хорошие решения, мудрые решения, а кто-то принимает, не очень хорошие решения. Те, которые приводят в итоге к тому, что какие-то неудачи, какие-то проблемы возникают. Неудачное решение. Но смотрите, в Библии содержатся принципы, как устроена жизнь вообще. Там есть эта мудрость. В Библии содержатся принципы успешной жизни, успешной семьи, успешных отношений личной, с женой, с мужем, с детьми, успешного воспитания. И любую сферу, которую не коснись, там это есть. И секрет лучшей, успешной жизни, он заключается в понимании вот этих принципов, в понимании библейских принципов и того, как они могут изменить твою жизнь. Давайте мы откроем книгу Притчей, 3 глава, 13-16 стих. Я вам сейчас покажу то, о чем я говорю. Обратите внимание, вот это местописание мы будем читать в новом русском переводе. И вообще все места в новом русском переводе в конце несколько мест будет в синодальном, потому что как-то я привык к ним, и на самом деле неплохой перевод, звучит хорошо, но это место в новом русском. Притчи 3 глава, 13-16 стих. «Блажен тот, кто находит мудрость, и человек, который обретает понимание, потому что мудрость выгоднее серебра и приносит больший доход, чем золото. Она дороже драгоценных камней. Ничто из желаемого тобой не сравнится с ней. Долгая жизнь в ее правой руке, а в левой ее руке богатство и слава». Обратите внимание, что здесь говорится, что мудрость, она выгоднее, чем деньги. Выгоднее серебра, приносит больший доход, чем золото.
дороже, чем драгоценные камни. Что это означает? Давайте выясним, какой смысл вкладывается. Как может какая-то мудрость быть выгоднее, чем деньги, чем серебро, чем доход какой-то, дороже драгоценных камней. И еще там больше сказано, да, что если у тебя будет мудрость, у тебя будет долгая и богатая жизнь. Кто-нибудь бы хотел жить долго и богато? Кто руку не поднял, я вам скажу, что на самом деле неплохо. Гораздо лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Да? Смотрите, не все вещи зависят от нас, которые происходят в жизни. Мы этого коснемся чуть позже. Но многие вещи зависят от принятия, от тех решений, которые мы принимаем. Я думаю, что было бы глупо отказываться от чего-то лучшего, от чего-то хорошего. И согласно Библии, нам что нужно иметь? Нам нужно обрести мудрость. Мудрость, которая содержится в Библии, да? Нам нужно не просто обрести мудрость, но и обрести понимание, как это работает. То есть не просто какое-то знание, но и понимание, потому что это выгоднее и серебра, и золота, и лучше, чем бриллианты. На самом деле нет ничего в этом материальном мире, чего бы ты мог бы пожелать, что было бы лучше, чем мудрость. Настолько она ценна. И часто большинство людей этого не понимают. Смотрите, библейские принципы, библейские принципы мудрости, которые есть в Библии, они подобны, вот именно, знаете, как маленьким крупицам мудрости. То есть мудрость, если так сказать, это такое всеобъемлющее слово. Вот мудрый – это когда у тебя во всех сферах жизни у тебя есть. Но для каждой сферы жизни есть определенный Божий принцип, который действует. И это как маленькая крупица, это просто составная часть общего, большой мудрости. Итак, библейские принципы подробны маленьким крупицам мудрости. Пока все хорошо, все согласны? Никаких противоречий нет, да? Хорошо. И смотрите, чем больше ты вот этих крупиц мудрости собираешь, чем больше библейских принципов ты знаешь, как они действуют, например, в семейных отношениях, в финансах, в воспитании детей, ты там собрал крупицу. Чем больше у тебя этих крупиц мудрости, тем больше у тебя мудрости, тем лучше становится твоя жизнь. Почему? Потому что библейские принципы, например, семейной жизни, они делают твою семью лучше. Принципы воспитания детей, взаимоотношения с детьми, они улучшают отношения с детьми, и они способствуют воспитанию детей. Смотрите, я думаю, что все достаточно взрослые, и все понимают, что все вообще в жизни, оно требует каких-то усилий и какого-то усердия в чем-то. Можно вообще ничего, никаких усилий не предпринимать, ни к чему не стремиться, и жизнь, она у тебя будет, куда тебя прибьет, куда там, просто за тебя будут решения принимать. Вы понимаете, да? То есть избегание вот этого факта, что тебе нужно к чему-то стремиться, это, никак тебя не избавит от того, что, не хочешь ты принимать решения, за тебя будут принимать решения. То есть все равно что-то. И смотрите, библейские финансовые принципы, они улучшают твое финансовое положение. И так работает в каждой сфере жизни. И именно поэтому библейские принципы, они ценны. Я надеюсь, уже достаточно рекламы того, что вы должны понимать, что это важно, это ценно. И тем не менее, большинство верующих христиан не осознают этого. Просто не знают. И вполне вероятно, что когда я закончу проповедь, многие из вас уйдут домой и забудут, о чем здесь говорилось. Классно было, да? Ля-ля-ля. Но смотрите, у большинства людей именно поэтому никчемная жизнь. Что ты что-то слышишь ценное и пропускаешь это мимо своих ушей. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Ты забыл, никак это не применил, и ничего не поменялось. Или, я даже больше вам скажу, стало хуже.
Но это просто потому, что человек, он не осознает, насколько все серьезно и насколько ценны библейские принципы. Смотрите, мы сейчас возьмем еще раз это место Писания, притчи, 3 глава, 13-16 стих. И я собираюсь кое-что сделать. Я заменю слово «мудрость», которое там написано, на словосочетание «библейские принципы». Я знаю, что написано, что никто не должен убавлять и прибавлять ничего, что написано в Слове Божьем, но я ничего не убавляю, не прибавляю. Я просто хочу, чтобы дошел смысл от библейских принципов до вас. То есть, по сути, это одно и то же. Мудрость и библейские принципы, или то есть мудрость от Бога, которая есть в Библии. Вы понимаете, да? То есть я ничего не добавляю, не отнимаю, но единственная причина, то есть если мы соглашаемся, что библейские принципы – это крупицы действительно мудрости, то мы можем просто заменить. Это не вся мудрость, но это какая-то часть. Вот там ты принцип взял. Давайте мы вот сейчас еще раз прочитаем это местописание. Я не меняю его значение. Смысл этого местописания не меняется. Но я хочу, знаете, чтобы многие воспринимают слово «мудрость» просто как, что-то такое религиозное или где-то далекое. Где я, а где мудрость? Многие и так думают. Но есть библейские принципы в каждой сфере жизни. И они приносят мудрость. Давайте прочитаем еще раз. Я прочитаю то же самое место, но буду слово «мудрость» менять на словосочетание «библейские принципы». Блажен тот, кто находит библейские принципы, и человек, который обретает понимание. Потому что библейские принципы выгоднее серебра и приносят больший доход, чем золото. Они дороже драгоценных камней. Ничто из желаемого тобой не сравнится с ними. Долгая жизнь в их правой руке, а в левой их руке богатство и славы. Круто. Где нам найти библейские принципы? Да, библейские, соответственно, в Библии. Мы можем найти их в Библии. Итак, если кто-то хочет найти, узнать, что Бог, Он говорит про какую-то сферу деятельности, нужно искать в Слове Божьем. Но мало их найти, нужно еще и понять их, как они действуют, что их нужно применять, чтобы твоя жизнь, она действительно начала меняться. И я искренне надеюсь, что вам это удастся. По крайней мере, было бы глупо не попытаться. Если ты что-то узнаешь, что может изменить твою жизнь к лучшему, и не постараться этого сделать. Кто-то может сказать, что, звучит все круто. Но я, знаете, я просто не знаю, как донести. Смотрите, это действительно может изменить твою жизнь. Вот осознание этого. И не только осознание, но когда ты начнешь что-то делать, что-то применять в своей жизни. Смотрите, сегодня я в качестве примера буду приводить библейские принципы финансовые. Это не означает, что проповедь будет про финансы. Это просто как пример. То есть причина, почему я буду приводить примеры из библейских финансовых принципов, это просто потому, что это очень актуальная тема в наше время. У многих людей нет порядка. С деньгами и в финансах нет. И еще раз хочу подчеркнуть, что проповедь на самом деле, она не посвящена финансовой грамотности. Но так как мне все равно нужны примеры, то почему бы не взять финансовые библейские принципы в качестве примера? Потому что это настолько актуальная тема по разным причинам. Вы знаете, у нас многие люди еще родились во время Советского Союза, кто находится в зале, либо сразу после. И во время Советского Союза жизнь, она была немножко другой. В том смысле, что у тебя была какая-то траектория в жизни уже, многие решения за тебя принимались, и тебе просто не дали бы умереть в любом случае. То есть там общество, коллектив брало на поруки, тебя там воспитывали, делали, и как-то если человек даже на себя рукой махал, его все равно тянули. Потом резко наступил капитализм, и сейчас вообще никому до тебя нет дела. Что ты там будешь делать, как там у тебя будет? Все плохо, просто ногами еще запинают и помогут упасть. То есть я к чему хочу сказать, что произошел такой разрыв, и, может быть, в Союзе не учили таким
принципам, как управлять деньгами. Ну, по крайней мере, я этого нигде не видел. Никаких курсов финансовой грамотности не было, а потом резко наступил капитализм. И, знаете, это похоже, как когда ребенка учат плавать способом, что типа, давай, плыви. Как бы, да, и вот каждый выгребал как мог. И результат он как бы сейчас, то, что у нас есть налицо. И при этом, при всем я хочу подчеркнуть, смотрите, сейчас современная церковь, современные евангельские церкви, есть много, где проповедуют, знаете, такое Евангелие преуспевания. Может быть, кто-то слышал термин, может быть, кто-то нет, но суть в чем это, знаете, успешный успех. Вот ты приди к Богу, у тебя все будет круто. Все там у тебя исправится, и Отец нас любит, и никаких проблем, и у тебя и деньги там. И вот избегаются какие-то темы греха, покаяния, еще каких-то вещей. И все время про успешный успех. Я верю, что наша церковь, она не такая. Мы стараемся охватывать весь спектр тем, которые есть в Библии, и поднимаем часто неудобные темы, говорим о грехе людям. Но при всем при этом мы также верим, что Бог, Он благ. Вы со мной? В Библии написано, что Бог, Он благ. Что это означает по-русски? Что Бог, Он хороший изначально. Понимаете? Он желает тебе добра. Он не злой Бог, который пытается тебя подковырнуть. И поэтому есть библейские принципы, которые приведут тебя к преуспеванию. Он наш любящий Отец. Аминь. Он желает, чтобы мы были здоровы, чтобы мы преуспевали в каждой сфере. Давайте посмотрим, что писал апостол Иоанн в 3 послании Иоанна, 1 глава, 2 стих. И это место в синодальном переводе. Возлюбленный, он там обращается к одному из своих соработников. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. То есть у него душа преуспевает, в духовном плане все хорошо, но я хочу, чтобы ты еще преуспевал в каждой сфере. И смотрите, часто люди, они не понимают значение слова, что такое преуспевать. И я посмотрел вообще значение изначально, взял словарь Стронга, и слово, которое здесь используется, греческое, эвадоо, приблизительно так произносится, можно там следующий слайд, там где-то расписано. И это сложно составное слово, то есть вот то, что вы видите, G2137, это номер в словаре Стронга, который можно посмотреть. Есть транскрипция, как произносится. И это слово, оно состоит из 2 слов. Первое слово F, хороший, и второе слово одос, это путь или дорога. Если перевести дословно, да, это идиоматическое выражение, но если перевести дословно, это означает хороший путь или хорошее путешествие. Знаете, по-русски есть такое выражение, мы желаем счастливой дороги. Да? Вот здесь, я хочу, чтобы у тебя был счастливый путь, хорошая дорога. Смотрите, не обязательно быть богатым для того, чтобы совершить хорошее путешествие. Но я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Пока мы здесь на земле, путешествуем как странники по жизни, Бог хочет, чтобы у тебя было хорошее путешествие. Чтобы у тебя дорога была счастливая. В этом весь смысл. Итак, это преуспевание. Вот что такое преуспевание. Это не означает, что ты будешь жить как Соломон во дворцах. Но чтобы у тебя был хороший путь, хорошая дорога по этой жизни. Кто-нибудь хочет преуспевать? Гораздо больше людей, слава Богу. Я вас уже убеждаю. На самом деле было бы глупо этого не желать. Никто не хочет желать себе каких-то плохих вещей. И я хочу привести вам некоторые финансовые принципы просто в качестве примера, чтобы проиллюстрировать, насколько ценны библейские принципы. То есть здесь я просто практически вам покажу, скажу, как улучшить свое финансовое положение. И еще раз, проповедь не про финансы, я просто привожу это в качестве примера. И на самом деле, если вы хотите преуспевать, все достаточно просто. Но, смотрите, многие люди, они ждут, в смысле, это не волшебство какое-то. И когда Бог
который создал Вселенную, которая создавалась миллиарды лет световых, знаете, он мыслит не такими категориями, вот прямо здесь и сейчас. И про финансы это то же самое. Настоящий успех, настоящее преуспевание, оно приходит со временем. Но самый главный принцип, смотрите, ты должен тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Откладывать то, что ты не потратил, и потом инвестировать то, что ты отложил. Еще раз. Я не знаю, кто-то слышал, у нас были много курсов финансовой грамотности, и там разбирали уже более подробно. Но вся суть заключается именно в этом. У тебя прежде всего должен быть положительный баланс. У тебя должно оставаться, ты должен тратить меньше, чем зарабатываешь. И понятно, что здесь две составляющие. Можно больше зарабатывать, можно меньше тратить. Но часто, смотрите, если когда ты... Для чего нужен бюджет? Для чего нужно вести учет доходов и расходов? Чтобы видеть просто, если ты в плюсе, ну, значит, как бы норм. Но если как только ты заметил, что ты в красной зоне, ну, это кто, если бухгалтер, то есть если ты в минусах, нужно сразу что-то предпринимать. Есть две вещи. Можно либо увеличить доход, но часто это легко сказать, увеличить доход. Как? Да? Но расходы сократить гораздо проще. Вы понимаете, да, о чем я? Итак, ты должен тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Поэтому я так говорю, не зарабатывать больше, чем ты тратишь, но тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Откладывать или сохранять, сберегать то, что ты не потратил, и потом, когда у тебя есть что-то, инвестировать. Я не знаю, кто-нибудь слышал такой принцип раньше вообще? Молодцы, да, то есть как бы, ну, такие какие-то базовые вещи, да. Но я верю, что каждый должен знать это наизусть. Это просто основы. И этому следует учить детей. Нас не учили, может быть. Может быть, кто-то сам дошел до этого. Но мы должны учить детей сейчас этому. Если вы хотите преуспеть в жизни, вы должны тратить меньше, чем зарабатываете, откладывайте то, что не тратите, и инвестируйте то, что сэкономили. На самом деле довольно просто. Это секрет того, как стать преуспевающим и богатым. Я знаю, что многие думают, ну, тебе легко сказать. Но если ты не знаешь просто всей глубины моей ситуации, я не могу тратить меньше, потому что все деньги, которые я зарабатываю, они все уходят тут же. Ничего не остается, как я могу меньше тратить? И так уже на всем экономлю. Я хочу тебе сказать, слушай, ну, это неправда. Я сейчас с вами поделюсь еще одной крупицей мудрости, еще один финансовый принцип. Еще один принцип, который относится к сфере финансов. Смотрите, если ты можешь все слушать и не применять этого в своей жизни, но тогда все будет, ты будешь работать от зарплаты до зарплаты. От одной получки до другой, чтобы только-только успеть и быстро все закрыть. Ты никогда не сможешь тратить меньше, чем зарабатываешь. Но вот еще раз, все принципы на самом деле, они довольно просты. Не нужно быть физиком-ядерщиком, иметь 2 высших образования, чтобы что-то понять. Бог писал довольно просто. Ну, многие вещи. Многие библейские принципы, они простые. Но если ты будешь следовать им, у тебя будет успех в жизни. Итак, следующий принцип важный. Первый, у нас положительный баланс, мы тратим меньше, чем зарабатываем. То, что мы не потратили, мы откладываем, сберегаем, потом со временем мы инвестируем. Но второй важный принцип, смотри, заплати себе, прежде чем ты заплатишь другим. Что это означает? Вот как только ты деньги получил, возьми и отложи сразу часть, прежде чем ты начнешь их тратить. Прежде чем ты начал платить по счетам, тебе нужно сразу же взять и отложить. Почему?
Я не знаю, так люди устроены. Ты сразу не отложишь, ты скажешь, я сделаю это потом, 99% этого не произойдет. Возникает вопрос, сколько же я должен отложить, сколько я должен заплатить себе. Кто-нибудь может дать цифру? Ну, смотрите, у нас, что я тут делаю вообще, надо, чтобы другие говорили. Но на самом деле, да, смотрите, я почему-то говорю, потому что закрыли сразу вообще все темы. 10% это минимум. Смотрите, первые 10% идут Богу. То есть вот ты получил, у тебя что-то есть, ты отложил десятину, 10%. Но вторые 10%, они идут тебе. И это минимум, который ты должен отложить. Смотрите, ты откладываешь, это что означает? Ты к ним не прикасаешься. Ты их не трогаешь вообще. Это сбережения. То есть вот знаете, в банках, я не знаю, до сих пор у нас, да, вот есть сберегательный счет. Что он подразумевает? Что ты сберегаешь. Текущий счет – это на текущие расходы. Ты можешь там тратить и так далее. Но еще раз, сбережения – это не расходы. Это не текущая какая-то тема. Итак, ты должен минимум 10% от своего дохода платить себе. Откладывать сразу. Если ты работаешь на зарплате. Получил зарплату, отложил Богу 10, отложил себе 10. 10 сразу положил на счет в банк. Ложи их на какой-нибудь срочный счет. То есть там, где, например, можно пополнять, но нельзя брать. Ну или если там он просто текущий какой-то, каждый месяц складывай, и пусть оно копится. Пройдет, например, 6 месяцев, ну по-разному можно. У тебя накопилась какая-то сумма. Тогда ты можешь взять эти деньги и куда-то их инвестировать. И кто-то может спросить, куда? Еще раз, один из самых простых способов, у нас достаточно еще высокие проценты в стране на данный момент. Это самый беспроблемный способ, это положить на какой-то вклад, где чуть больше процентов платят, чем по обыкновенным. Например, на 3 года, на 2 года. Во-первых, ты их не можешь снять, иначе ты потеряешь, и ты откладываешь это. Потом, может быть, пройдет год, 2, 3, у тебя достаточная сумма для того, чтобы, я не знаю, купить что-то из недвижимости. Смотрите, из недвижимости мы подразумеваем не для себя, но как инвестиция. Понятно, что если тебе жить негде, это тоже отдельная тема, мы сейчас не будем в это углубляться, но суть именно в этом. Ты откладываешь, ты сберегаешь, когда у тебя достаточно, ты куда-то инвестируешь. Потому что инвестиция в недвижимость, как показывает вся история нашей страны и любых других стран, это на самом деле неплохие инвестиции. То есть у нас недвижимость, она всегда растет в цене. Не было еще такого, чтобы, в общем, вы понимаете, да? Кто-то может сказать, смотри, если я получил деньги, я возьму там, Богу отложил, себе отложил 10%, мне не хватит денег, чтобы по счетам рассчитаться. Мне не хватит, чтобы покрыть все мои расходы, которые у меня есть. Знаете, какой ответ? Тогда тебе нужно что-то делать со своими расходами. Продай машину, если она слишком дорогая в эксплуатации у тебя. Если ты не можешь ее позволить, запчасти дорогие, бензин дорогой и так далее, пересядь на более скромный автомобиль. Вы понимаете? Перестань ходить по кафешкам и питаться вне дома. Это одна из таких трат. Понятно, что это модно и круто. Но ты посчитай, если ты даже просто кофе берешь 2 раза в день по 300 рублей, 600 рублей, 10 дней, 6 тысяч, 30 дней, 18 тысяч на кофе. Я просто знаю, это практический пример. Вот я с кем-то из молодежи в церкви разговаривал. Говорит, я посчитал, сколько я на кофе трачу. Заведи себе какой-нибудь аппарат дома, покупай кофе в пакетиках и вари себе сам. Вы понимаете, о чем я? Но суть именно в том, что если тебе не хватает, тебе нужно изменить свое потребление. Это просто означает, что ты живешь не по средствам. Сократи расходы.
Если можешь, увеличь доходы, но часто это, еще раз, это сложнее, да? Но правда заключается в том, что если ты не можешь заплатить себе 10% или отложить 10%, и чтобы у тебя еще остались деньги, чтобы закрыть все свои расходы, тогда ты живешь не по средствам. Сейчас небольшое отступление такое сделаю. Смотрите, вот то, что мы говорили, преуспевание. Преуспевание не измеряется тем, сколько ты зарабатываешь денег. Преуспевание, вот чтобы у тебя был хорошее путешествие, оно измеряется тем, как долго ты можешь жить, не работая. Вот если что-то произойдет, вот я, например, вот знаете, когда пандемия наступила, вот я лишился всех источников дохода на несколько месяцев, до сих пор выгребаем. Как бы, да, я не думал, у нас просто, вот магазины, они в торговых центрах, и все торговые центры закрыли. Но при всем при этом все остальные обязательства никто не отменял. И форс-мажором это называть нельзя. И вот смотрите еще раз, преуспевание, оно заключается в том, как долго ты можешь жить, если что-то произошло, ты потерял работу, ты остался без дохода. Как долго ты сможешь прожить и поддерживать какой-то уровень жизни и платить по своим счетам? Что я хочу сказать? Если ты зарабатываешь 1 миллион рублей в месяц, но ты все тратишь, ты не преуспеваешь. Может быть, у тебя такой разгульный образ жизни, кто-то смотрит и такой, вау, но ты не преуспевающий человек, неважно, сколько у тебя денег. И причина, почему я так говорю, потому что жизнь такая штука, которая может повернуться всяко разно. Кто уже пожил, тот понимает. Не знаешь, откуда прилетит. И если что-то произошло, тебе нужно быть готовым, что ты лишился всех источников дохода, но ты можешь какое-то время жить, поддерживать тот уровень жизни. Потому что если ты потерял работу, а у тебя квартира в ипотеке, у тебя машина в кредит, ты лишишься всего. Понимаешь? Поэтому преуспевание не измеряется тем, сколько ты зарабатываешь. Но преуспевание измеряется тем, как ты долго можешь жить, не работая. Итак, Бог получает первые 10%, ты получаешь вторые 10%, и это минимум, как вот здесь мне Любовь Николаевна подсказывала, как вот Иосиф, например, был. Откуда у нас библейские принципы? 20, если кто-то может. То есть, смотрите, я знаете, что хочу сказать? Просто часто люди, ладно, давайте я чуть позже, у меня где-то есть это, коснусь этого. Но смотри, если ты не можешь заплатить себе 10% до оплаты счетов, ты живешь не по средствам. И нужно сразу с этим что-то делать. Потому что ты больше и больше с каждым месяцем будешь уходить в минус. Сократи свои расходы, сократи свое потребление. Кто-то, гораздо проще сказать, чем сделать. Но если ты хочешь процветать в жизни, это то, что тебе нужно сделать. Тратишь меньше, чем зарабатываешь, откладываешь то, что не потратил, и инвестируешь то, что отложил. Еще раз, если ты не можешь этого сделать, сразу, немедленно принимай какие-то меры. Почему я говорю немедленно? Потому что главная цель – это процветание. А чтобы процветать, тебе нужно что-то откладывать. Тебе нужно сберегать. И со временем твои сбережения, они растут. Если у кого-то есть экономическое образование, в этом заключается сила сложных процентов в банке. То есть через какое-то время твой вклад, он удваивается, а потом он еще раз удваивается. Но для этого требуется время. Проблема с современными людьми и также с христианами, мы не исключение. Мы хотим здесь и сейчас. Это вообще не интересно. Какие там инвестиции, что-то вкладывать, 10 лет ждать, 15. Я тебе скажу, что ты не заметишь, как 10 лет пролетят. А за 10 лет твои сбережения, они вырастут. Итак, когда я получаю деньги, я плачу 10% Богу, 10% себе.
и вот эти 10% они идут на сбережения. Вы детей этому должны учить. Еще раз, это сбережение. Смотрите, сбережение, что я хочу, я просто, чтобы все понимали. Вот если я сберегаю, 5 лет сберегал, потом пошел и купил себе автомобиль. Это сбережение или нет? Ребята, это вы потратили деньги. Это расходы. Еще раз, это то, чего мы не касаемся. То, что должно приносить прибыль. Ты просто накопил на автомобиль и потратил их. Слава Богу, это уже шаг. Ты не взял его в кредит. Ты потратил то, что у тебя есть. Но это не сбережение. Ты их вообще не касаешься. Почему? Да потому что ты готовишься к старости. Как бы это ни звучало, чем раньше ты начнешь готовиться к этому, чем раньше ты начнешь откладывать, тем больше у тебя времени к тому, что когда ты выйдешь на пенсию, ты сможешь поддерживать тот же уровень жизни, который у тебя есть сейчас. Но если вы не будете поступать таким образом, то ко времени, когда вам нужно будет уйти на пенсию, ты будешь жить на государственную пенсию. Это в лучшем случае, потому что, вы знаете, часто вот в христианской среде я просто сталкивался с такими вещами абсолютно немудрыми вообще. То есть люди, они сейчас вот во многих церквях просто, в харизматичных, протестантские церкви проповедуется просто откровенная ересь. В том смысле, что, разве Бог тебе не силен дать этого? Конечно, да, пей, гуляй, трать, все, Отец, Он все покроет. И там вот пример, помните, когда, разве ромашки или там цветы полевые, они там не краше там одеваются и так далее. И люди со сцены такие вещи там творят. Деньги придите, они молятся, провозглашают, там на картами машут, кошельки, вот там пусть деньги придут. Я даже оставлю это, хорошо, деньги даже, Бог, Он силен, я не умоляю Его. Бог силен дать тебе деньги, но если у тебя нет вот этого понимания, они как у тебя как пришли, так они у тебя и уйдут. Ты даже не заметишь. Вы понимаете, о чем я? Ты должен, если Бог тебе что-то дает, Он тебя благословляет, у тебя автоматически должно срабатывать. Я должен что-то отложить. Обязательно. И часто, смотрите, еще такой момент. Я то, что вот видел в христианской среде, люди там, за что там молятся, ждут какого-то там прорыва финансового, потом раз, откуда-то, что-то продали, еще как-то, кто-то благословил, пришли деньги. И вы знаете, что часто происходит? Слава Богу, люди берут эти деньги, бегут и тратят их. Давай съездим в путешествие, там, в отпуск. Кстати, еще одна статья расходов. Если ты ездишь в отпуск в кредит, или, на те деньги, которых у тебя нет, вообще не здраво. Ты можешь сейчас веселиться, и потом ты заплатишь. Либо сейчас заплати за что-то, веселиться будешь потом. Вы понимаете, да? Еще раз, если пришли деньги какие-то, пришла какая-то сумма, тебя кто-то благословил, где-то ты заработал. Смотрите, если у тебя есть какие-то финансовые обязательства, Бог тебе дал эти деньги для того, чтобы закрыть их. Чтобы вылезти из этого, а не для того, чтобы свое потребление... выдохнул, пойду и погуляю. Бог силен благословлять, Бог силен, и Он дает, и Он великий Бог, и Он творит чудеса. Но это тот же самый Бог, который дал нам мозги. Бог сказал, что Он сотворил человека по образу и подобию своему. У нас есть способность мыслить, понимать, и Он говорит, что дает нам принципы финансовые, понимаете, как они работают. И вот ходить и просто молиться, этого недостаточно. Надо еще мозги применять. Вы понимаете? Если ты не сберегаешь то, что к тебе приходит, если ты не инвестируешь, я тебе скажу, ты никогда не будешь преуспевать. Я как-то смотрел, я даже сам потом этого вопроса касался, слушал проповедь, по-моему, Павел Таранов с Самары. Он как-то поднимал такой вопрос, знаете, вот люди, которые выиграли в лотерею. В смысле, миллионы. Там несколько миллионов, там десятки, сотни миллионов. Вы знаете, 80% из этих людей по прошествии 2, 3, 4 лет, они опять, у них нет ничего. Они еще в больших долгах. Они просто все потратили. Купили машины какие-то, квартиры и так далее. И жизнь еще хуже стала. Почему? Как не было мозгов.
То есть, еще раз, когда деньги приходят, нужно ими мудро распоряжаться. Понимаете, о чем я? Иначе это просто не зависит. Это как черная дыра в космосе, которая все туда пропадает, все притягивает. Сколько бы ты денег не получал, они все непонятно, как песок ушли сквозь пальцы. Было и нет. Поэтому отложи сразу. Вы со мной? Еще раз. Хотите верьте, хотите нет, проповедь не про финансы. Домой придешь, тебя кто-то спросит, о чем была проповедь? А, там про деньги говорили. Да вообще не про деньги. На самом деле, вот эта проповедь, это скрытая реклама библейских курсов. Вы поймете к концу. Я просто использую примеры, да, вот библейские финансовые принципы в качестве примера, чтобы проиллюстрировать, насколько библейские принципы, они ценны. Но я мог бы приводить также библейские принципы в воспитании детей или во взаимоотношении в браке. Но если ты хочешь жить лучше, тебе нужно понимать, что нужно стараться улучшать свое, в том числе и финансовое положение. Но если бы мы касались принципов построения семьи, тогда ты бы увидел, насколько лучше можно жить в браке. Смотрите, брак Бог задумал не для того, чтобы мы сражались друг с другом, чтобы ты домой шел как на битву. Ну, то есть мы дома должны себя чувствовать хорошо. Вы со мной? Бог сказал, что нехорошо быть человеку одному. Одному нехорошо быть. Он создавал, чтобы у нас идиллия была. А смотришь, не то, что идиллии нет, да? Почему мужики все по гаражам? Или еще где-то домой идти не хочется. Потому что придешь, а там... Часто, вот именно такая ситуация. Ладно, хорошо, смотрите, я просто хочу подчеркнуть, насколько важны библейские принципы для хорошей жизни. У нас библейские курсы как называются? Жизнь в победе. Я знал. Не, я серьезно знал, это был такой-то. Самый лучший экспромт это заготовленный. Жизнь в победе имеется в виду в каждой сфере. Понимаете? Нам не нужно вести никчемную жизнь. Совсем не обязательно имеется в виду. Я чуть-чуть вперед забегаю. Но смотрите, давайте мы углубимся вообще. Что такое принцип? Вот мы говорим про библейские принципы, например, семейной жизни или финансовые библейские принципы. Принцип – это фундаментальная истина, которая объясняет, как что-то работает. Вы со мной? То есть у юристов есть такое, да, незнание закона не освобождает от ответственности. То есть ты знаешь что-то, не знаешь, оно все равно работает. Ты все равно будешь отвечать. Вот какие-то вещи, которые происходят в жизни, ты можешь отдавать себе отчет, как это работает, как это действует, а можешь не осознавать этого, но это все равно будет работать в твоей жизни. Понимаете? То есть принцип – это фундаментальная истина, которая объясняет, как что-то работает. То есть принципы успешного брака – это фундаментальные истины, как работает супружество, как работает брак. Причина, почему у многих людей никчемный брак, потому что они не понимают, как он работает. Или они не готовы, может быть, они понимают, но они не готовы в это вкладываться и что-то делать для того, чтобы брак он был успешный. Принципы воспитания – это фундаментальные истины, которые объясняют, как работает воспитание детей. Детьми надо заниматься. Как и всем, как и браком. Женой надо заниматься, мужем надо заниматься. Может быть, кому-то знакома ситуация? Дети выросли, уехали. И кто-то говорит, хотел бы я знать то, что я знаю сейчас. Потому что я бы воспитывал своих детей по-другому. Почему? Потому что, может быть, у тебя не было каких-то знаний, библейских принципов, как нужно воспитывать детей.
и ты ими не руководствовался. Ты не знал, как работает воспитание. Финансовые принципы – это фундаментальные истины, которые объясняют, как работают финансы. Тебе нужно понимать, как что-то работает. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, избежать проблем, а во-вторых, если проблемы возникли, чтобы ты мог в состоянии их устранить. Потому что если ты не знаешь, как что-то работает, то ты не избежишь проблемы, я тебе гарантирую. А если даже проблемы возникнут, то ты не сможешь их исправить. Вы понимаете, о чем я? Я вам просто вот такой пример приведу. Вот, например, двигатель внутреннего сгорания в автомобиле. Понимаете, да? Ну, мотор. У нас сейчас есть электрические автомобили, там другая тема. То есть там стоит электромотор, есть гибриды и так далее. Но мы берем классический, например, двигатель внутреннего сгорания. Мужчины, наверное, все, да, может быть, и многие женщины знают, чтобы механизм этот работал, туда нужно заливать масло. Кто-нибудь знает? Смотрите, двигатель внутреннего сгорания без масла, у меня просто, я почему привожу пример, у меня племянник был, вернее, он есть, и он купил автомобиль свой первый в жизни, хотя у него папа водитель, и как-то вот он его не донес эту истину. То есть он ездил, пока у него где-то вот так вот мотор не разорвало, он у него колом не стал. То есть он просто, у него был расход масла, утечка, он не смотрел за уровнем. Если ты не заливаешь масло, то все металлические детали, они начинают на сухую работать. Задиры, вот это все. То есть это приводит к тому, что у тебя он просто заклинит мотор. К чему я это говорю? У тебя должны быть какие-то базовые понимания, как что-то работает. По крайней мере, ходи, масло проверяй. Если ты видишь, что уровня нет, его нужно долить. И ты избежишь кучу проблем. Вы понимаете, про что я? То же самое про любую другую сферу, не техническую в жизни. Мы не знаем, если, например, на каких принципах, как строится брак, супружество. И поэтому, когда возникают проблемы, а они обязательно возникнут в браке, мы не знаем, как решить, что делать. И смотрите, что самое страшное. Проблема не только устается, но она что? Она усугубляется. Становится все хуже и хуже и хуже и хуже. Потому что если ты не разбираешься с какой-то проблемой, она просто усугубляется. Если ты не знаешь, как работают финансы, если ты не понимаешь элементарных вещей, если ты живешь непосредством, тебе не только не будет не хватать денег все время, но все будет хуже и хуже и хуже. Может привести к катастрофе вообще. Если ты не знаешь, как работает воспитание детей, я тебе гарантирую, пока они маленькие, ты их там можешь под свою волю загнуть, ты с ними будешь справляться. Но потом, когда они вырастут, они будут достаточно большие, чтобы дать тебе ответку, у тебя не будет никаких отношений с ними. И проблема будет усугубляться, если ты не будешь решать. Что же нам делать тогда? Давайте вернемся еще раз. Притчи 3 глава, 3-16 стих. Я прочитаю еще раз, меняя слово «мудрость» на библейские принципы. Блажен тот, кто находит библейские принципы, и человек, который обретает понимание. Потому что библейские принципы выгоднее серебра и приносят больший доход, чем золото. Они дороже драгоценных камней. Ничто из желаемого тобой не сравнится с ними. Долгая жизнь в их правой руке, а в левой руке их богатство и слава. Дальше. Блажен или счастлив тот, кто находит библейские принципы. И человек, который обретает понимание. Потому что библейские принципы выгоднее серебра, приносят больше доход. Я еще раз дочитаю, повторяюсь. Но смотрите, если ты задашься целью понимать, что говорит Библия про какую-то конкретную сферу, например, деятельности, ты настроишь свой ум познавать библейские принципы и потом применять их в своей жизни, это будет круче, чем, например, твоя заработная плата, которая приносит тебе доход. Лучше, чем золото. Если ты воспользуешься этими крупицами мудрости, если ты проявишь благоразумие, ты возьмешь на вооружение вот эти вот принципы, они окупятся в твоей жизни. Ты не пожалеешь, в какой бы сфере ты их ни принимал.
ну, не применял. Но смотри, если ты проигнорируешь что-то, ты не будешь этим заниматься, тебе все равно придется за это заплатить. Ну и в прямом, и в переносном смысле. Люди гораздо лучше, когда платят тебе, чем когда тебе за все приходится расплачиваться. Поэтому изучайте библейские принципы, применяйте их в своей жизни. Поэтому добро пожаловать на библейские курсы, которые стартуют в октябре. В том числе, потому что там мы изучаем. Ну, может быть, какие-то, знаете, это как основа такая вообще всего. Помимо этого, мы часто проводим, у нас были вот курсы там успешного брака и финансовые какие-то курсы. Понятно, что разные люди по-разному, может быть, доносят, но прими решение, что я хочу узнавать, как что-то работает, что об этом говорит Библия, и что я буду применять это в своей жизни. Еще раз, это касается не только денег, касается всех сфер жизни. Библейские принципы, они быстро окупятся. Это что-то вроде сложных процентов, как вот мы про финансы говорили, но если ты будешь изучать, смотри, ну у меня как бы, кто-то может сказать, у меня нормально все в семье. Но если ты будешь применять то, что Библия говорит, у тебя не просто нормально будет, у тебя будет замечательно. А если у тебя все замечательно, и ты будешь это применять, у тебя будет идеально. И в конце концов ты уже не мыслишь в своей жизни без нее или без него. Понимаете, про что я? Из славы в славу. Все лучше и лучше. Такой брак, о котором только мечтать можно, в конце концов. Дороже драгоценных камней написано. Ну, 15-16 стих. «Ничто из желаемого тобой не сравнится с ними. Долгая жизнь в их правой руке, а в их левой руке богатство и слава». Вот согласно этому стиху, если хочешь иметь преуспевающую жизнь, жить долго, тебе нужно искать библейские принципы, которые есть в Слове, и применять их в своей жизни. Но смотрите, еще раз, вот как мы с чего, помните, проповедь-то называется «Как принимать хорошие решения». В конечном итоге все зависит от того, какое решение ты принимаешь. Ты можешь сейчас послушать, уйти и ничего не делать. Можешь принять решение и начать что-то делать, начать откладывать. Кто-то может сказать, ну я уже не молод. Никогда не поздно начинать что-то. Никогда не поздно меняться. Но все сводится к тому, что мудрый выбор, основанный на библейских принципах, он ведет к успеху, процветанию и так далее, ко всему хорошему. Вы должны понимать, что это выбор жить по средствам. Тратить меньше, чем зарабатываешь. Экономить то, что не тратишь, и инвестировать то, что экономишь. Это выбор. И за тебя его никто не сделает. Многие люди знают этого, но не делают. Но чаще всего люди просто даже не догадываются. У них нет знания. Никто не научил в свое время. Но именно так это и работает. Но если ты нарушаешь какие-то библейские принципы, смотрите, они как законы, они все равно действуют. И ты можешь не знать и этого не делать, но тогда что? Тогда ты делаешь глупый выбор. Принимаешь неудачные решения, которые противоречат, нарушают библейские принципы. Это ведет к неудаче, душевному неспокойствию, бедности и так далее, и так далее. На самом деле это тоже выбор жить не по средствам. Вы понимаете? Это выбор тратить все, что ты зарабатываешь. Я тебе хочу сказать, что ты все равно за это заплатишь. И еще даже больше. Именно так это и работает, так это и действует. Но смотрите, что удерживает нас от глупых ошибок и принятия неразумных решений? Это знание библейских принципов, как что-то работает. Поэтому что? Как решения, которые мы принимаем, они должны основываться на библейских принципах. Вы со мной? Смотрите, я говорю про важные решения. Часто люди, до маразма доходит. Мне сейчас шоколадку M&M's купить или там Сникерс. Нету разницы. Можешь выбирать. Правда, если на меня посмотреть, например, вот я сделал какие-то
нездоровые решения в своей жизни, поэтому у меня живот такой. Как бы, да, я заплатил за это. Я нарушал какие-то библейские принципы. То есть здесь надо деньги откладывать, а не калории собирать, да? Кстати, очень хорошее сравнение. То есть здесь должно быть у тебя все наоборот. Хочешь похудеть, должен быть дефицит калорий. Хочешь поправиться, у тебя должен быть прибыток калорий. Вот поправляться надо в финансовом плане. То есть там быть в плюсе. Здесь лучше быть в минусе. А, Смотрите, просто важная тема. Может быть, кто-то обидится, если я такое скажу, но, знаете, некоторым людям, даже из тех, кто сидит здесь, предстоит прожить никчемную жизнь. Почему? А потому что вы постоянно принимаете решения, которые не основаны на библейских принципах. Как бы печально это ни звучало. Принимайте не мудрые решения. Но вся правда в том, что все зависит от того выбора, который ты делаешь. Основаны они на библейских принципах или нет. Смотрите, часто бывают ситуации, когда мы не можем на что-то повлиять. Но они настолько редки, да, вот, ну, если мы просто берем обыкновенную жизнь, все-таки все сводится именно к решениям, которые ты принимаешь, к выбору, который ты делаешь. И давайте я дальше, у нас уже время закончилось, но я позже начал. Смотрите, я хочу еще два места Писания посмотреть, и прямо детям тоже нужно говорить про это. Вот притча 19 глава, 3 стих. Это в новом русском переводе будет. Человек своей же глупостью губит себе жизнь, а сердце его злится на Господа. Другими словами, если что, как это можно сказать? Человек постоянно принимает какие-то глупые решения, разрушают свою жизнь таким образом, а в итоге, когда сидит у разбитого корыта, начинает злиться на Бога. Как будто это его вина. Послушай, скорее всего, то есть там 90 с лишним процентов, это твоя вина. Бывают, форс-мажорные обстоятельства в жизни. Бывает такое. Но часто, вот смотрите, опять же, если мы из сферы финансов, почему у многих людей? Ты работаешь, например, у тебя определенная какая-то зарплата, и ты набрал потребительских кредитов. Так что, тебе зарплаты не хватает, твое будущее, оно выглядит мрачным. Ты по уши в долгах, например, там, по картам, по кредитным. Ничего не отложено вообще на черный день там. Вся зарплата уходит только на оплату ежемесячных счетов. Все печально. Может быть, кто-то из таких людей, если ты здесь, и ты зол на Бога, но смотрите, это не его вина. Тебе никто руки не выкручивал. Решения, которые ты принимал, нарушали библейские финансовые принципы. Ты решил, ты принял решение жить той жизнью, которую ты не можешь себе позволить. Ты покупал товары кредитные, на кредитку там, или потребительские кредиты. Запомните, потребительский кредит – это зло. Прям зло, зло, зло. То есть ты хочешь что-то купить, чего у тебя, на что у тебя нет денег. Еще раз, ты можешь заплатить сейчас, веселиться потом, но имеется в виду, накопи вот хотя бы так же. Откладывай, потом иди и купи себе. Молодежи касается, новые телефоны, насколько они необходимы каждый раз, каждый год новые. Но у многих людей подобные проблемы. Из-за того, что они делали неправильный выбор и принимали решения, которые нарушают финансовые принципы. Еще раз, это, первый шаг на то, чтобы начать решать какую-то ситуацию, откуда-то выходить, это признать, что я виновен за те решения, которые я принимал, за ту ситуацию, которая у меня есть. Пока ты будешь винить Бога, будешь винить других людей, ничего не изменится. Ты просто не подойдешь именно к тому, что тебе нужно что-то изменить в своем поведении, что-то изменить в своей жизни. Следующее место Писания, притча 2 глава, 10-11 стих. В синодальном переводе прочитаем.
Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Смотрите, мудрый выбор защитит тебя от испытаний, от невзгод, от страданий, и рассудительность обеспечит вашу безопасность. Большинство испытаний, невзгод, страданий, все, что перечислено, которое мы испытываем в своей жизни, это результат нашей собственной глупости. Как бы это печально ни звучало. Большинство наших личных проблем мы создаем себе сами. Не все проблемы, еще раз. Но большинство. Другими словами, когда мы решаем сделать что-то, что нарушает библейский принцип какой-то, или много библейских принципов, это приводит к такому печальному результату. Иногда люди это делают по незнанию, иногда они делают это в результате бунта против Бога. Но чаще всего это просто по незнанию. Еще одно местописание, притча 11 глава, 14 стих. Тоже синодальный перевод. «При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует». Ребята, у нас есть библейские курсы. Слава Богу. У нас есть другие курсы по финансовой грамотности, по семейным отношениям, которые мы стараемся периодически. Зачем мы их проводим? Заметьте, большинство курсов, они еще и бесплатные абсолютно. Либо там какая-то символическая плата, чтобы кофе пить и так далее. Не оставайтесь в стороне, принимайте участие, приобретайте мудрость. Если ты не знаешь, как поступить, что нужно делать? Надо совета спросить. Иди к людям, которые знают. Библия нам говорит, что нужно делать. Притча 4 глава, 7-8 стих. Главное – мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Еще раз, смотрите. Написано «главное». Что в жизни главное? Здесь не про жизнь, но вообще главное. Это вопрос без подвоха. Мудрость. Хочешь, чтобы у тебя в семье все было хорошо? Тебе нужно знать, как устроен брак. Нужно прилагать к этому усилия, нужно прилагать к этому разум. Нужно осознанно к чему-то идти, чтобы улучшить. Если ты пустишь что-то на самотек, ничего хорошего не будет. Семьей нужно заниматься. Я часто привожу, как кто-то говорит, жена какая-то неухоженная. Ухаживай. Ухаживай за ней. Будет ухоженная. Библейские принципы, крупицы мудрости. Давайте это местописание, которое я прочитал, то же самое сделаем, заменим слово «мудрость» на словосочетание «библейские мудрости». Притча 4 глава, 7-8 стих. Главное – библейские принципы. Приобретай библейские принципы, и всем имением твоим приобретай разум. Что здесь подразумевается, приобретай разум? Приобретай понимание, как эти принципы работают. Высоко цени библейские принципы, и они возвысят тебя, они прославят тебя, если ты прилепишься к ним. Итак, познавай библейские принципы. Многие вещи просто выучи наизусть. Заучивай. Пойми, как это работает. Библейские принципы, которые ты познаешь, они побуждают тебя делать правильный выбор в жизни. Поэтому каждый раз, когда тебе предстоит принять какое-то решение, один из вопросов, который ты должен задавать себе, это то решение, которое я приму, оно нарушает библейские принципы или оно идет в соответствии с библейскими принципами? Потому что если это основано на библейских принципах, это окупится. Тебе станет все лучше. А если это противоречит библейским принципам, то ты расплатишься за это. В конечном итоге у тебя будет никчемная жизнь в этой сфере. Правильный выбор и хорошие решения ведут к успеху. И в конечном счете к успешной жизни. Преуспевающей. А неправильный выбор и плохие решения ведут к неудаче и в конечном итоге к никчемной жизни. Я не хочу никого вогнать в уныние. И хочу подчеркнуть, что люди,
Никогда не поздно изменить все. Но перемены начинаются с решения, как можно больше изучить вот этих принципов и начать применять их в своей жизни. Если вы будете их применять, они окупятся. Ну, не только мы про деньги говорим, но они окупятся в любой сфере. Я совершал ошибки в жизни. И оглядываясь назад, например, если какие-то, ну, может быть, не так много, но каких-то глобальных. Но теперь, обретя мудрость, прожив многие-многие годы, я понимаю, что причина, почему я принимал какие-то неправильные решения, потому что у меня не было знания, я не понимал. Или то решение, которое я принял, я понимаю, что оно нарушало какой-то библейский принцип. Еще одна такая тема, я уже заканчиваю. Знаете, есть такое понятие, как базовые ценности, да? Или основные ценности. Вы знаете, я вот часто смотрю, например, на свою жизнь, и многим вещам меня не учили, например, родители. Но, тем не менее, я принимал правильные решения, ну, вот, до какого-то момента, прежде чем вот я даже к Богу пришел. И на самом деле часто люди могут принимать правильные решения, не обладая большой мудростью, знанием и пониманием, как что-то работает, если в тебе заложены правильные базовые принципы, базовые ценности. А, Это я к тому, что нам нужно прививать правильные базовые ценности также нашим детям. Просто ты это нутром чувствуешь. Ну, вы понимаете, о чем я? Часто я просто бывал в таких ситуациях, особенно по молодости, знаете, когда тебя пытаются прогнуть под что-то, попадал в такие ситуации, куда-то уезжал, другая сфера, и на тебя люди наседают, и там давят, и нужно что-то сделать. Я просто понимал, я не буду этого делать, ну потому что это вообще противоречит тому, что во мне заложено. Я понимаю, что это неправильно. И в итоге это оказывался правильный выбор. То есть мне родители привили какие-то определенные ценности. И я просто чувствовал, что я буду что-то принимать, я чувствовал себя, ну это неправильно. В любом случае, последнее, то, что я хочу вам дать, это, знаете, есть такой контрольный список, который я сделал. Прежде чем вам, например, ситуация, вам предстоит принять какое-то важное решение. Еще раз, не покупка сникерса или шоколада Аленки, да? А важное решение в жизни. Примись за правило идти по этому контрольному списку. И что такое контрольный список? Это, знаете, как чек-лист. Ну, по-английски, если, я не знаю, это по-русски так называется контрольный. Паш, как называется карта, контрольный список при взлете? Ну, вот смотрите, вот я просто пилотов приведу в пример, да. Вы знаете, в коммерческой авиации всегда два человека должны быть в кабине, то есть, как правило, командир, второй пилот. При взлете, при посадке, при любых каких-то вещах есть контрольный список. То есть командир, как правило, читает по списку, второй пилот, он вслух проговаривает, дублирует. Ну, то есть, например, там закрылки, да, там двигатель там запущен, кнопочка в такое положение, какая-то ремувка, ну, то, что нужно удалить, удалено. То есть этот читает по списку, а второй делает и говорит, и озвучивает, да, сделано, да, сделано. И смотрите, это происходит каждый раз. Человек может налетать там 200 тысяч часов. Садился уже сотни раз в самолет и взлетал сотни раз, но он все равно идет по контрольному списку. Вы понимаете, о чем я? Потому что это важно. Ну, это правила написаны кровью. Так много из-за каких-то ошибок происходило катастроф. И самое первое вот в этом, то есть то, что нужно вот по списку идти, то есть ты можешь просто для себя, если тебе предстоит. Первое, самое в списке, никогда не принимай решение в спешке. На самом деле, чем важнее решение, чем глобальнее оно, чем больше оно может затронуть твою жизнь, тем больше времени ты должен потратить на принятие решения. Вы знаете, есть такая пословица русская. Утро вечера мудренее. То есть как минимум, тебе нужно лечь, поспать, утром проснуться, размышлять над этим и с утра принять решение. Это как минимум. Не принимай сразу сейчас. Смотрите, притчи, 19 глава, 2 стих. Новый русский перевод. «Нехорошо усердие без знания, а тот, кто спешит, оступится».
то же самое место под редакцией Кулаковых перевод. Скверно дерзать без знаний, а суетливые ноги оступятся. Дальше. То же самое место, перевод Библейской лиги. Мало радоваться чему-либо. Надо еще знать, что ты делаешь. Не берись за дело поспешно, потому что сделаешь его плохо. Вот последнее здесь вообще классно. Мало радоваться чему-то. Надо еще знать, что ты делаешь. Вы знаете, вот когда возникает какая-то возможность, тебе кто-то что-то предложил, и настолько круто и заманчиво выглядит, что обычно происходит? У тебя начинает здесь что-то там, прям класс. Что-то свербит, что-то перспективное. То есть, когда предоставляется какая-то вот такая возможность, мы такие с воодушевлением. Не, ну надо брать, надо что-то делать. Мы полны энтузиазма. Но смотрите, когда мы волнуемся и мы полны энтузиазма, на самом деле это мешает нам продумать все до конца. Когда энтузиазм возникает без знания всех обстоятельств, всех деталей, которые есть, это нехорошо. Вы понимаете? Какая-то катастрофа произошла. 5 сек. Я уже сейчас буквально 4 принципа, и мы закончим. Просто есть какая-то, я думал разбить вообще эту тему на 2 проповеди, но потом подумал, что постараюсь все в одной уложить, потому что важно. И смотрите, мы волнуемся, да, когда какая-то возможность нам предоставляется. Возникает энтузиазм. Но если мы всего не знаем, это опасно. Поспешность приводит к ошибкам. Здесь говорится то, что мы читали, не нужно торопиться. Часто ты приходишь в восторг от чего-то, от какого-то предложения, и ты не знаешь всех обстоятельств, и это нехорошо, и спешка, она приводит к ошибкам. Вы знаете, мошенники прекрасно понимают этот принцип и эту психологию, поэтому часто тебя заставляют принять решение здесь и сейчас. Давай, решай уже, надо брать. Как бы ты же там, выгодно. Чем больше на тебя давят, тем больше надо как-то, не знаю я. Еще раз, никогда не принимай решения в спешке. Первый. Второй. Получи мудрый совет. Притча 15 глава, 22 стих. Без совета рушатся замыслы, а при многих советчиках они состоятся. Правда заключается в том, что мы не можем, ни один человек не может знать всего. Он не может быть экспертом в каждой области. И часто людям со стороны им виднее, как бы это ни казалось. Почему? Из-за их опыта, из-за компетенции. Кто-то эксперт в какой-то области. Может быть, у меня нет опыта в определенных вещах. Поэтому мне лучше пойти и посоветоваться с теми, кто знает. Вы понимаете? Когда важное решение, не стесняйся. Ходить и трясти и спрашивать знающих людей. Даже когда я думаю, что я знаю, какое будет правильное решение, мудрость заключается в том, что лучше все равно пойти и посоветоваться и спросить. Вы не поверите, как часто люди тебе скажут, что, слушай, лучше этого не делать. Как бы перспективно ни казалось. Третье. Решение, которое я собираюсь принять, основано оно на библейских принципах или оно нарушает библейские принципы? Это третий чек-лист, третий вопрос, на который стоит ответить. То есть, если ты понимаешь, что это по Библии, делай и не сомневайся. Но если ты понимаешь, что нет, лучше этого не делать. Ничего хорошего не будет. И четвертое, последнее. То решение, которое я собираюсь принять, оно соответствует тем базовым ценностям, которые во мне вложили, или нет? Совесть моя ни в чем меня не обличает. Знаете, как часто мне предлагали, не так часто, но несколько раз, войти в алкогольный бизнес. Или там сигареты продавать и так далее. Как-то мне было бы странно.
Да? По меньшей мере, так скажем. Даже еще когда я не был там священнослужителем, но это просто противоречило. В моем понимании это как продавать наркотики. Либо вот там были очень выгодные приложения, открыть микрофинансовую организацию. Ребят, ну как бы людей в долги загонять, тут еще выбор. Смотрите, если ты будешь следовать вот этому чек-листу, каждый раз, когда тебе предстоит принять важное решение, то есть не принимай в спешке. Второе, что у нас там было? Эм, А? Посоветуешься со специалистами. Третье, кто записывал? Соответствует ли библейским принципам или противоречит им? И четвертое, соответствует ли это базовым ценностям, которые у меня есть? Если ты будешь идти по этому списку каждый раз, когда ты принимаешь решение, я тебя уверяю, ты будешь принимать хорошие решения. Вполне возможно, это будут не самые лучшие решения. Потому что, вы знаете, я почему не назвал, как принимать правильные решения. Жизнь гораздо сложнее часто бывает, и нет просто черного и белого. Ну, то есть часто решение, оно может быть хорошим, может быть вообще лучшим. То есть есть градации какие-то. Но, по крайней мере, ты будешь принимать хорошие решения. Может быть, не самые лучшие, но все равно это будет хорошее решение. И в конечном итоге все равно будет благо. Но если ты будешь противоречить многим этим вещам, скорее всего, твои решения они будут глупыми. Если ты не будешь соответствовать вот этому всему. И, соответственно, это приведет к не очень хорошей жизни. Не к той, которую и Бог хочет, чтобы ты имел, и которую ты мог бы иметь.